Юнусбек Евкуров и гендиректор ПАО МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев провели совещание, посвященное ликвидации задолженности за электроэнергию, состоянию электросетевого хозяйства республики и ходу реализации соглашений, заключенных между регионом и ПАО Россети в апреле 2013 и в июне этого года. Уже разработана и подписана сторонами дорожная карта по консолидации электросетевого имущества Ингушетии. Для выработки эффективных мер по решению проблем на экономическом форуме в Санкт-Петербурге с гендиректором ПАО Россети Олегом Бударгиным было подписано новое соглашение. Документ, помимо прочих мер, предусматривает создание Ингушетии и дочерним обществом ПАО Россети и ПАО МРСК Северного Кавказа совместной распределительной электросетевой компании. Глава республики затронул и вопросы завершения мероприятий по созданию базы по ремонту электросетевого оборудования и трансформаторов на территории РТПЦ Ингушетии и строительство и ввода в эксплуатацию основной узловой подстанции Плиева-Новая. Данный объект возводится с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения и безаварийной работы в осенне-зимние периоды, а также ликвидации дефицита мощности по существующим сетям и подстанциям 110-35 киловатт. Он заявил о необходимости реконструкции и модернизации распределительных электрических сетей и трансформаторов подстанций в республике. Мне не столь важно, у кого это все будет, мне важно, чтобы все работало. Чтобы сети были хорошие, чтобы люди не жаловались и так далее. Строятся новые корпуса, новые территории. От того, что уже есть, сегодня не хватает. И как кровь из носу, это подстанция Плиева. Ну и вот в эксплуатацию, в вторую очередь, подстанция Магаз. То есть то же самое, это столица, и вся жизнь уже станет в ближайшее время уже там новые учебные корпуса там для университетов, там новые здания, помещения, многоквартирные дома, спортивные объекты. По всем этим направлениям создать, Юрий Викторович, я думаю, так, рабочие группы. Почему мы на одном совещании это не решим. Дать срок, там протокол внести, там, я думаю, 10 дней достаточно. Вы абсолютно все проблемные наши вопросы озвучили. Вот. Мы их тоже понимаем. Поэтому здесь вот и моя инициатива была в том числе, видя, что диалог, глядя на то, что диалог у нас вроде бы давно существует, действительно мы обсудим вопросы все, и считаю, что не должно быть у нас там формального подхода, а вот максимально возможные варианты решения должны быть достигнуты. Считаю, что абсолютно верно, надо создать рабочие группы, которые обсуждают, проблемы, которые сложные и неразрешимы на уровне групп, значит, надо выносить сюда. Жители улицы Балаева в Икажево жалуются на деревянные электрические столбы, которые уже давно пришли в негодность. Помимо того, что эти столбы не обеспечивают жителей села светом, они еще и угрожают жизням людей и скота. Администрация, к сожалению, на жалобы не реагирует. Подробнее Мадина Пугоева. Улица Балаева в Икажево за последние 15 лет стала одной из самых проблемных во всем селе. Деревянные электрические столбы, которые жители установили за счет собственных средств, спустя годы пришли в негодность и теперь представляют самую настоящую опасность для людей, живущих поблизости. Периодически изношенные линии электропередач обрываются и падают на землю. Иногда из-за сильного ветра они соприкасаются друг с другом, в результате чего возникает короткое замыкание. После буйства природы у местных жителей как минимум сгорает часть электрической техники. У меня сгорел холодильник, 2 телевизора. Но это же ущерб для нас. Мы и так на зарплате живем. Я одна работаю, у меня дети учатся. Эти новые столбы администрация села установила еще в прошлом году, как раз перед праздником Идаль-Фитр. И то по причине многочисленных жалоб жителей, которые к тому времени планировали обратиться за помощью лично главе республики. Спустя какое-то время местные власти на этом почему-то решили остановиться, мол, средств на прокладку высоковольтных линий пока нет. Бюджетный Ашмадиис, маздолшо тоже холодцес, юрт яки, при микрорайоне юрт, при обустроить диежи. Социальной инфраструктуры примерно 30-40% хотел шметтигима. Деловой бизнес хамил шкегинам бицар дигорди кадарди эту бянштрей ваштадар хади хачту. И тем не менее, на соседних улицах местные власти установили электрические столбы, провели освещение и даже проложили грейдерную дорогу.
Непонятно, почему обошли стороной улицу Балаева и как долго ее жители будут чувствовать себя белыми воронами. Ответ на этот вопрос Ибрагим Цучоев решил найти у главы администрации села, который подъехал к нам как раз во время проведения съемок. Пока местные власти ищут средства для замены линий электропередач, ущерб, полученный жителями от ветхих электрических столбов, только увеличивается. У Магомеда Цучоева, к примеру, жертвой сильного ветра стал домашний скот. Учитывая то, что пастбищ поблизости нет, жители прилегающих улиц вынуждены пасти коров и овец в небольшом открытом поле, которое находится в непосредственной близости от ветхих столбов. دلا بيرجع عليها خدها شورتك زعمك أسبوع بقعد زعمك حميه تالت ضغط درز دي الخارج محقق مهتير دا أزمة دينجا هاي دخش ثاني كل شيء إذا مشيت أتوقع عليه مش قوي يعني دخش ثاني دا هاي أرسيكش بس خلاص يقدر ناخذ لو خدال ديس يرتاح دا وش سكوك دا حتى بيخ دا يا جبا دا А ведь на месте домашних животных вполне могут оказаться и местные дети. Кто тогда будет отвечать за их жизни, неясно. Так или иначе, проблема есть, и не решается она уже на протяжении долгих лет, вне зависимости от перестановок в администрации. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, новости.